Да. Я хочу вас всех поприветствовать и поблагодарить народ нашей Абхазии за то, что он сегодня пришел сюда, за то, что пришли сюда люди, которые неравнодушны к тому, что происходит в нашей стране. Знаете, выступать или призывать очень сложно, но я хочу сейчас начать свое выступление со слов Владислава Ардзинова. Жизнь – это Родина. И вы, наверное, этот ролик видели все видели в соцсетях. Так вот, я хочу сказать, Владислав нашу жизнь, жизнь нашей Родины олицетворял, вернее, он Родину олицетворял жизнью, то есть с будущим, с счастьем, с радостью. Что сегодня происходит? Что происходит с нашим народом? Вы знаете, вот я сейчас процитирую еще одного человека, я думаю, тоже всем вам известного. Как сказал Владимир Путин, зачем нам нужен этот мир, если на нем не будет России? Зачем нам нужен этот мир, если мы продадим свою Родину? Знаете, вообще жизнь, красота, будущее наших детей, это стоит очень дорого. Это неоценимо. Поэтому то, что делает сегодня власть, это не входит ни в какие рамки. Я хочу еще ваше обратить внимание. Вся история, новейшая история и вообще история абхазского народа такого позора, что у меня с правой стороны не знала никогда. Никогда абхазский народ не был окольцован сеткой. За колючей проволокой абхазский народ держал скот. Не позор ли это? Я хочу вам сказать, еще просто обратиться ко всем вам, попросить. Вы знаете, не знаю, как закончится сегодня наша встреча, но мы должны добиться результата. А какого мы хотим результата? Мы не хотим стать 17%, как были когда-то. Мы хотим, чтобы наши дети жили на нашей земле, чтобы мы могли строить будущее нашей Родины. А что делаем мы сегодня? И еще я просто хочу обратиться, сказать, я думаю, кто-то слушает и кто-то здесь присутствует. Когда, при каких вообще обстоятельствах призывалась армия Абхазии? Там стоят Уралы, которые принадлежат Минобороны Абхазии. Нарушение, прямое нарушение Конституции. Услышьте, мы должны... Слушайте, и еще один момент хочу вам обратиться. Президент, у нас 2-я статья нашей Конституции гласит, основа нашей жизни – это народовластие. То есть народ управляет нашей страной. Мы должны с вами править страной. Я хочу спросить, вот это все, что огородили или охраняют, а кого мы охраняем? Народ или мы президента охраняем? Или мы администрацию президента охраняем? Основным долгом нашего президента является это защита прав наших, защита интересов, национальных интересов нашей Родины. Так этого я не вижу, и вы, наверное, не видите, и никто не видит. Это защита собственных интересов, причем меркантильных интересов. Я хочу к вам обратиться еще раз. Знаете, давайте все вместе. Мы сила тогда, когда мы вместе. Мы сильны, когда мы сможем сделать то, что мы хотим сделать со своей Абхазией, красивой Абхазией. То, что мы мечтали, то, что мечтал Владислав. Давайте сделаем это вместе. И я прошу, поддержите еще раз, и не расходитесь, и будьте здесь, и будем стоять до последнего, до конца. Спасибо.